Жемчужиной в сокровищнице независимого Казахстана является его восточный регион. И здесь, в краю необыкновенной красоты и безмерного богатства, там, где богатырь Иртыш врывается из горных теснин на степные просторы, стоит город. Город необычайных людей, красивых и умных, строгих и честных, трудолюбивых и гостеприимных. Город горячего металла и звонкого льда. Город неисчерпаемых талантов и самоотверженных сердец. Имя ему Усть-Каменогорск. С высоты верхних этажей глядит Усть-Каменогорск в синие воды. Что видит он там? Вековую мудрость Иртыша или юношеское ребячество задорной Ульбы? В водной глади, словно в зеркале, видит город свою историю, видит людей, где жили и радовались, ковали и строили, что создавали душу Усть-Каменогорска. Город знает, город чтит, город помнит. Помнят пышные городские парки о годах своей юности, когда пустыри превращались в удобные и красивые места, достопримечательности города. Так выросли, например, парки, которые сейчас носят имя Жамбыла Жабаева и Касыма Кайсенова. Вслед им во времена новых строек раскинулись не менее любимые горожанами левобережный комплекс, парк Нурлы-Жол и совсем новый, но не менее привлекательный спортивно-оздоровительный парк Самал. А между парками Жамбыла и Кайсенова пролегла еще одна новая городская достопримечательность. Еще в начале 90-х Александр Иванович Мегить, в те годы главный архитектор области, высказывал идеи о создании в районе улиц Головкова и Кайсенова единых пешеходных пространств. Позднее он непосредственно приложил руку к появлению таких городских достопримечательностей, как Левобережный парк, аллея влюбленных. А его идеи остались живы в истории и уже в нынешние дни начали воплощаться в жизнь. Одевшись в брусчатку, украсившись деревьями и цветами, Усть-Каменогорский Арбат стал одним из любимейших мест городской молодежи. Я вокалист города Усть-Каменогорск. По крайней мере, так считаю, потому что пою во многих заведениях нашего города. Также выступаю на площади по праздникам, пишу свою авторскую музыку. Вот здесь, на Арбате, ровно год назад, почти там плюс-минус, я начал свою деятельность. То есть мы выходили с ребятами с гитарой, у меня была такая небольшая колонка по T-боксе, есть она. Подключались и стояли, пели. Честно было для души, тогда я даже не мог представить, что я там буду на сцене петь. Есть какая-то удача, которая в какой-то момент может тебя подфартить. Она может тебя подфартить, и, соответственно, если ты дальше не пойдешь, то ничего, тебе никто, дядя никакой не подает, не скажет: Радмир, вставай, пойдем, я тебя сейчас поведу. Это все зависит от самого человека. Во-первых, я начинал с Арбата, так скажу, это очень хорошая такая площадка, где всегда есть люди, где всегда тебя услышат, послушают, посмотрят на тебя, какое-то внимание тебе окажут. Я думаю, что нужно начинать с таких мест. И, конечно, собственное желание, чтобы ты хотел этого. Славна усть-каменогорская молодежь не только творческими талантами. 31 декабря 1968 года Иртышским управлением строительства сдан в эксплуатацию городской дворец спорта. Под крышей этого здания родилась одна из лучших хоккейных школ мира. И по сей день слава усть-каменогорского льда гремит на планете. А юные будущие чемпионы с радостью бегут на лед новой, разворачивающейся в городе сети хоккейных площадок. Возможно, именно этим ребятам суждено внести флаг Казахстана на высочайшие хоккейные пьедесталы.
Тем временем на новые высоты выходят и другие виды спорта. Усть-Каменогорским легкоатлетам покоряются мировая и олимпийская арены. А недавно сильнейший импульс получило развитие настольного тенниса. Построенный специально для этого вида спорта центр станет базой для воспитания новых чемпионов. Этот центр на сегодняшний день является самым большим, самым масштабным по республике. 50 теннисных профессиональных столов, одобренные Федерацией международной ITTF. Также мы здесь можем проводить такие крупные соревнования, как чемпионат Азии, чемпионат мира, то есть международные первенства. Вот мы уже провели в этом году несколько республиканских турниров, один международный турнир. И вот в следующем году планируем провести уже такой высокомасштабный турнир рейтинговый ITTF. С момента постройки теннисного центра прошел буквально год. И на сегодняшний день мы уже набрали порядка 400 спортсменов, которые на ежедневной основе занимаются настольным теннисом. Хорошие результаты уже у подрастающего поколения, они стали себя показывать, но я думаю, еще результаты будут высокие сформироваться в течение 4 лет олимпийского цикла. А за окнами Дворца спорта развернулась новая масштабная стройка. Продолжение улицы Астана – грандиозный проект, сочетающий прокладку автодороги со строительством набережной. В последний раз за столь амбициозную задачу усть-каменогорские строители брались в 70-х. Тогда специалисты ИУСа заковали в бетон берег Иртыша, подарив городу замечательную набережную. Нынешнее поколение уважает опыт предшественников и не уронит заданных стандартов. На сегодняшний день мы полностью отсыпали тело набережной, устраиваем проезжую часть. Проектом здесь предусмотрено берегоукрепление габионами. Вот здесь как раз представлены наши укрепления береговой линии при помощи габионных сооружений. То есть получается, вот она, проволока из нержавеющей стали сплетенная, в ней заложен щебень габродиабаз для укрепления береговой линии. То есть сетка не позволяет в дальнейшем разойтись уже щебнем. Тогда же в 70-е годы в Усть-Каменогорске появились первые 16-этажные дома. Такой опыт удалось повторить лишь сейчас. Впервые за полвека в 2022 году усть-каменогорскими строителями был сдан в эксплуатацию первый 16-этажный дом в микрорайоне Нурлы-Жол. Этим открылась новая веха в истории городского строительства. Комплексная застройка левобережья должна дать городу такой же стимул, как это было во время строительного бума 60-70-х годов. Неподалеку в новом 19-м микрорайоне раскинулся самый молодой парк Усть-Каменогорска. Он назван именем героя, ветерана Отечественной войны и основоположника вооруженных сил Казахстана Сагадата Нурмагомедова. Одним из первых в независимом Казахстане наш город воздал по заслугам этому героическому человеку. Не случайно застывший в бронзе взгляд седого генерала направлен к северу. Там, за Иртышом, на стрелке, горит вечный огонь в память его однополчан, отдавших жизни за мир и процветание Отечества. Оттуда, от стен Андреевского собора, уходили на фронт бойцы 238-й стрелковой дивизии, сформированной из жителей Усть-Каменогорска и Семипалатинска. Именно эти молодые парни железной стеной встали на пути врага к городу Туле. Об их решимость обломал свои железные зубы танковый гений Хайнц Гудериан. За эту героическую оборону 238-я дивизия получила звание 30-й гвардейской.
Горит в честь великих героев огонь. Течет с востока на запад вода Иртыша. И глядя в эту воду, все так же видит Усть-Каменогорск свою историю. И все так же снова и снова превращает ее в реальность. Уважение к былому и смелый взгляд в грядущее во все века были основой неповторимого характера усть-каменогорцев. Сильны они и в нас, тем, кому еще предстоит вписать свои имена в историю нашего родного Усть-Каменогорска, в историю нашего великого Отечества, Республики Казахстан.